К конкурсным испытаниям приступили 4 лауреата, набравшие наибольшее количество баллов по итогам первого тура. Один из них – преподаватель физики в Назрановской первой гимназии Рустам Гатиев. Он представил проект «Виртуальные астрономические наблюдения на уроках физики». Какую смысловую нагрузку несет данная схема? Сразу же возникает вопрос, что я могу получить от данной схемы? Рустам Гатиев работает в сфере образования 3 года. За это небольшое время он уже успел разработать свой рецепт успеха. В процессе преподавания он использует такие методы, которые помогут ученикам не бояться, а брать хороший пример со своего наставника. Я считаю, что самое главное – это понимание. То есть нужно уважать ученика как личность. Не так, что это просто человек, который пришел у тебя обучаться. С ним нужно быть наравне. То есть не просто диалог, а сотрудничество. То есть между учителем и учеником. Это означает, что учитель не просто дает материал ученику, а помогает ему в нем разобраться, что в дальнейшем на нем отражается в виде самостоятельной его работы. Сегодня каждый конкурсант проводит мастер-класс в своей предметной области. На это им отводится полчаса. Лауреаты должны успеть продемонстрировать свои наработки, проанализировать определенную проблему и предложить пути решения. Хадижат Базоркина преподает английский язык уже 10 лет. Конкурс для нее – это возможность получить новый опыт. Каждое конкурсное испытание в каждом туре, оно очень насыщенное и требует хорошей подготовки, знаний, умений и навыков учителя. Конкурсу «Учитель года» уже 35 лет. За это время он стал самым значимым и масштабным состязанием среди учителей, которое находится в фокусе особого внимания руководства страны. Всего конкурс состоит из 3 туров. Первый – это учитель-профессионал, где педагог показывает свои профессиональные навыки и индивидуальный подход к преподаванию. Второй же сегодняшний – учитель-мастер. А заключительным этапом станет учитель-лидер. Он включает в себя публичный доклад и собеседование с представителями Министерства образования. Победитель прошлогоднего конкурса Зарета Бокова сегодня в качестве ведущего. Она, как никто другой, понимает волнение участников и поддерживает их. В этом году нынешним конкурсантам пожелала быть самими собой. То есть нужно быть настоящими, верить в себя, в свои силы, отбросить волнение и показать все то, что, в принципе, каждый педагог показывает ежедневно на своих уроках. Конкурс «Учитель года» – это не просто соревнование, а платформа для профессионального роста, взаимодействия и вдохновения. Совсем скоро лауреатов ждет заключительный 3-й тур, к которому они уже начали готовиться. Мадина Цора, Али Зязиков, Магаз 24.